На должность заместителя председателя Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии была представлена кандидатура преподавателя кафедры истории России и зарубежных стран АГУ Беллы Джинджоля. Члены Совета проголосовали и утвердили данную кандидатуру. Также путем голосования на должность секретаря Совета представительства РИО в Абхазии была утверждена Астанда Киот, преподаватель истории в средней школе номер 3. В рамках заседания был согласован план работы Совета представительства Российского исторического общества в Абхазии на 2025 год. У нас в следующем году намечаются две важные юбилейные даты. Это и 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войны, а также присоединение Абхазского княжества к Российской империи, 125-летие, подписание манифеста Александра I. Поэтому мы бы хотели спросить у наших коллег, у членов Совета, как они видят проведение этого мероприятия, в каком формате мы, как представительство Совета, можем принять участие в этих мероприятиях. Поэтому для нас это очень будет важно понимать. Я думаю, что будут и идеи, инициативы для того, чтобы мы и с Россотрудничеством совместе, и с центральным аппаратом Российского исторического общества уже понимали, в каком направлении будем двигаться и какие мероприятия будем организовывать. Также в рамках заседания был открыт молодежный клуб Российского исторического общества в Абхазии. Руководителем клуба стал Даур Хибба, преподаватель истории в средней школе номер 7. Стоит отметить, что на встрече присутствовал координатор молодежного клуба Российского исторического общества Иван Кулаков. Он рассказал о деятельности клуба, также о работах, которые были проведены за время его создания. Наша задача просто скоординировать эту деятельность и создать площадку, где ребята оперативно узнают о новых возможностях, о потенциале каком-то, о конкурсах, мероприятиях, форумах, конференциях, публикациях, что очень важно для молодых исследователей. За этот период у нас открылось более уже 15 молодежных клубов Российского исторического общества в регионах. Теперь и на международном уровне будет представительство. И основной такой деятельность мы ведем в направлении конференций, круглых столов, форумов, слетов. Думаю, что у наших молодых исследователей, ученых в рамках молодежного клуба также будут инициативы, и вы уже будете более тесно общаться и как-то взаимодействовать по различным направлениям. Россотрудничество готово поддержать и помочь реализовать идеи по организации различных мероприятий, отметил руководитель представительства Владислав Куликов. В частности, мы готовы к такой совместной работе по организации различных мероприятий. Это и 215-летие касается. Мы проводили достаточно интересные субстантивные беседы и в Академии наук Республики Абхазия. И вчера состоялась встреча с руководством АБГИ. Есть такое общее понимание, что мы можем, эта дата, 215-летие, она может послужить таким хорошим поводом не только для продолжения такой субстантивной научной дискуссии профессионалов-историков прежде всего, но и организации каких-то мероприятий, конференций, круглых столов. Сейчас в Санкт-Петербурге собрано достаточное количество научного материала для того, чтобы можно было издать как минимум сборник российско-абхазских совместных научных трудов по случаю этой даты. Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного императорского русского исторического общества 20 июня 2012 года. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах Российской Федерации. Лаура Капш, Ахрамичба, Абхазское телевидение.